такая ходит. Когда мой ребенок первый день в школу пришел, вы говорите обязательно, что Бог создал вселенную, и он ошибся в том, что девушка будет носить платок. Какую вещь вы говорите? Скольких вещей открыли сегодня с помощью Корана, познали науку, технологию, разум человека в больнице, в всяких местах. Сегодня люди берут с Корана знаний. Многие профессора, ученые это говорят и твердят. Развалилась история Дарвина, который также в светских школах, как вы говорите, навязывали нам, что вот человек произошел от обезьяны и так далее. То есть упала эта идеология. Оставьте, пожалуйста, не говорите такие вещи. Пускай наш ребенок пришел перед ним. Мой ребенок говорит, знаешь, отец, ко мне пришли дети, мне было приятно. Я общался с их родителями, они тоже так же говорят. Наши дети обрадовались, потому что они первый раз увидели в школе такую девчонку, которая одета, покрыла свой срам. Так как говорится, вы русский язык-то знаете сами, что же такое провал считалось вот это слово, да, про счет того, что девушка, когда платок не покрывала. Где ваши обычаи, где ваши традиции? И вы хотите, чтобы у нас осталась культура только, памятники, чтобы мы ходили этим поком? Нет, наш Бог нам велит, и мы будем соблюдать. А вы должны нам помочь. Вы обязаны с нами, с народом быть рядом. Вы для нас поставлены там в Госдуме, в Москве, везде. Вы для нас, для народа, чтобы нам помогали. Где нам трудно, чтобы нам ставили мостик, чтобы мы могли пройти спокойно оттуда. Понимаете, о чем я говорю? Я вас прошу. И готова вам помочь. Вас прошу. Поможете? Сначала надо было вам посмотреть буквы закона. Вы 300 тысяч мусульман на территории проживая старую. Вы ни у кого мнения не спросили. Внесли это решение от своего усмотрения. А что вы за людей их не считаете? Вы их религию не уважаете? Или их детей не уважаете, которые пришли туда учиться знаний получать? Они же с одним. У меня брат русский, сестра русская, жена русская. А вы, смотрю на ваш телевизор, как вы там выступаете, как вы говорите, вы разделяете нас. Мой дед кровь, жизнь отдал за эту землю, чтобы мы спокойно, все национальности, все религии жили на этой земле, чтобы мир был между нами. А когда я вижу, как за чтение месяца это все нахлестнулось, нас унизили, нас оскорбили, мы просто пришли, мы обратились, потому что мы знаем буквы закона, мы нашли, нам сказали, нам подсказали, помогли посторонние люди, мы обратились, пришли в прокуратуру, сказали, нарушили наши права. Почему органы, я обращаюсь к вам, почему не зафиксировали нарушение губернатора Ставропольского? Неужели вы не можете против человека, который сидит в кресле, против него сказать то, что человек, 3 уголовные статьи, я лично сам слышал, 136, 137, 148 статья, нарушение уголовного. Нет, у нас свой мотив, мы будем свои вам. Оставьте, я вас прошу, придите здесь, за этим столом, мы пришли сюда, чтобы найти общий язык. Давайте мы как люди встанем отсюда нормально, с общим языком, с миром и разойдемся. Я вас очень прошу, пожалуйста. Уважаемый брат,